В республике 56 562 человека с ограниченными возможностями. Из них 3607 – это дети. Во всех муниципалитетах организована социально-реабилитационная работа. В зависимости от состояния здоровья социальное обслуживание предоставляется либо на дому, либо в стационарах. На особом контроле занятость людей с ограниченными возможностями. С сентября этого года в республике будет установлен новый размер квот для трудоустройства людей-инвалидов. Каждый работодатель, где в штате от 35 до 100 человек, должен выделить 3% от вакансий именно людям с ограниченными возможностями. Соответственно, если коллектив еще больше, то и вакансий по закону должно быть выделено больше. У нас власть слышит. Вчера мы открыто говорили Владимиру Викторовичу, потому что все, что мы с ним обсуждаем, это потом переходит в разряд постановлений по различных планах и реализуется. Депутатскому корпусу я вообще очень благодарна, потому что сегодня мы вот эти 10 миллионов, у нас есть приоритет, мы приобретаем шагающие кресла-коляски стоимостью от 900 тысяч до 1 400 000. Те, что позволяют людям выходить из своих квартир спокойно и обратно возвращаться. В республике продолжается реализация проектов по доступной среде. Проведена масштабная работа по обеспечению пандусами и входными группами всех социальных объектов. На сегодняшний день 9 из 10 из них доступны для маломобильных граждан. Но есть такие категории инвалидов, которые мало выходят из дома. И таким людям с ограниченными возможностями очень нужна психологическая помощь. Став недавно жителем поселка Краснозатонский, я ощутила нехватку внимания к проблемам инвалидов, к решению вопросов какого-то правового характера, творческого характера, организации какой-то деятельности, психологической поддержки, может быть, решению социальных каких-то вопросов. И я решила самостоятельно заняться этим вопросом, при поддержке, естественно, органов власти. Семей много в поселке, в том числе и с детками, и со взрослыми. И вот сейчас в ходе специальной военной операции возвращаются молодые люди, которые тоже приобретают статус людей с инвалидностью. С июня прошлого года социально-реабилитационный центр «Максаковка» принимает на оздоровление и участников специальной военной операции. Лечебные ванны, массажи и физиотерапия, курс реабилитации 18 дней. На этот год запланировано 17 заездов для бойцов. Организовано лечение и в республиканском госпитале ветеранов. Здесь помимо оздоровительных процедур оказывается обязательная психологическая помощь. На сегодняшний день и спорту уделяется большое внимание, в том числе спорту среди людей с ограниченными возможностями, участников СВО. Во всех муниципальных образованиях открыты тренировочные процессы, и во всех, да, абсолютно во всех. Это разные, и на базе спортивных школ, на базе вообще школ. Фонд «Защитники Отечества» начинает новое направление в поддержку бойцов с ограниченными возможностями. Совместно с представителями муниципалитетов и обществом инвалидов сотрудники фонда осматривают жилье участников спецоперации. И если потребуется, его будут переоборудовать под комфортное проживание. Татьяна Супряткина, Алексей Паршуков, телеканал Юргана.